Почему-то часто те, кто больше всех говорят, потом и оказываются преступниками. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое огромное разоблачение произошло в Кыргызстане. Всем таджикам это понравится. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. Я считаю, что это не громкое заявление, это обычное заявление. Стало известно, что один журналист в Кыргызстане нашел топливный бизнес семьи главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева. Компания-посредник за 2 дня на продаже продукции госпредприятия зарабатывает почти четверть его годовой прибыли. При этом главы госзавода и фирмы-посредника связаны с председателем ГКНБ, рассказал журналист Болот Темиров. Он утверждает, что семья Камчыбека Ташиева тесно связана с топливным бизнесом на юге страны. Журналист отмечает, что главу ГКНБ еще до прихода к власти связывали с топливным бизнесменом. На его родственников оформлен Джалал-Абадский нефтеперерабатывающий завод. На юге работает и ЗАО «Кыргыз Петролиум» компании. Это единственный нефтеперерабатывающий завод ОАО «Кыргыз нефтегаз». Оба предприятия с государственной долей участия. После смены власти в стране руководителем НПЗ становится племянник Камчыбека Ташиева Байгазы Матисаков. Международная сеть журналистов-расследователей помогла найти 4 документа. Так, один из них показывает, что Region Oil экспортирует мазут, произведенный в ЗАО «Кыргыз Петролиум» компании, за $0,34 за килограмм. За 2 дня 23 и 24 июня 2021 года компания поставила на Ферганский НПЗ в Узбекистане 3666 тонн мазута. На самом заводе ЗАО «Кыргыз Петролиум Компани» мазут почти в 2 раза дешевле, по $0,22. Получается, что за счет разницы в цене Region Oil заработала на экспорте мазута 37 миллионов сомов. Это не единственная экспортно-импортная операция. На портале «Открытый бюджет» видно, что Region Oil платила за таможенное оформление грузов 52 раза с 16 апреля 2021 года. Племянник Камчыбека Ташиева был назначен директором ЗАО «Кыргыз Петролиум Компани» в начале 2021, рассказал Болот Темиров. Тем самым получается, что не только государственная власть, но и многие сектора бизнеса находятся в руках семьи Камчыбека Ташиева. То есть, грубо говоря, его семья и, возможно, другие семьи управляют всем, что происходит в стране. То есть такая себе мафия. Как вы к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В базе данных Минюста указано, что единственным учредителем в Region Oil является Назгуль Айдарова. Она баллотировалась в Горкенеш Джалал-Абада от партии Ата Журт Кыргызстан в апреле прошлого года. В партийном списке было указано, что Назгуль Айдарова работает бухгалтером на Джалал-Абадском нефтеперерабатывающем заводе. Это тот самый завод, на котором учредители и директором являются братья Ташиевы Казыбек и Шаирбек. Кроме того, учредитель Region Oil на парламентских выборах в ноябре 2021 года была уполномоченным последнего. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев пока недоступен для комментариев. Тем самым было очень много расследований и высказываний независимых СМИ о том, что Таджикистану и Кыргызстану во многом выгоден конфликт на границе, ведь они на этом каким-то образом зарабатывают. Тогда Камчыбек Ташиев и многие другие депутаты начали высказываться, что это неправда и они обычные служащие народа. Таджикистан, как всегда, не отреагировал ни на что и не было никаких ответов, но теперь мы видим доказательства того, что действительно огромная часть власти и бизнеса остается в руках Камчыбека Ташиева. Тем самым то, что говорили аналитики, является, наверное, долей правды. Как вы к этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!